Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим об авторском праве и о том, как его защитить. Но для начала давайте разберемся, а что это вообще такое. Интеллектуальная собственность – это результат творения человеческого разума. К объектам интеллектуальной собственности относятся изобретения, литературные и художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые, к примеру, в коммерческих целях. Авторское право, как объект интеллектуальной собственности, включает в себя произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнение фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю, радио или телепередач. Авторское право действует в течение жизни автора и возникает по факту создания. Действует 50 лет после его смерти. Далее оно переходит в общественное достояние, а значит, может свободно использоваться любым лицом без выплаты каких-либо вознаграждений. При этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения. Стоит учитывать, что есть имущественные и неимущественные права. В чем же их отличие? Неимущественные принадлежат гражданину от рождения или в силу закона. Они неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Не обладают экономическим содержанием в отличие от имущественных, которые подразумевают вечные права на объект. Неимущественные права являются неотчуждаемыми и не подлежат передаче на возмездных или безвозмездных условиях. Личные права включают в себя право на имя, неприкосновенность произведения и его наименование, на опубликование. Даже после смерти создателя произведения режим личных прав сохраняет действие, не допускается изменение наименования или содержания произведения, если такое распоряжение не указал сам автор, например, в своем завещании. Право на имя позволяет автору указывать при публикации свои настоящие данные, либо, например, использовать псевдоним. Право неимущественное не будет отнято даже спустя время. Все отчисления будут идти в Государственный фонд интеллектуальной собственности. Средства собираются с ресторанов, заведений, СМИ, продакшн-студий и идут на счет Кыргызпатента. Как вы знаете, современные приложения музыки уже подразумевают выплату гонорара артистам из ваших ежемесячных платежей. Авторское право распространяется на программное обеспечение и базы данных как выпущенные, так и невыпущенные, представленные, например, в объективной форме, независимо от их материального носителя, цели и стоимости. Правовая защита применяется к любому типу программного обеспечения, на любом языке и в любой форме, включая исходный код и объектный код. Обладатель права интеллектуальной собственности может обратиться в государственный антимонопольный орган для пресечения недобросовестной конкуренции. Например, решение распоряжения этого органа является обязательным на всей территории страны, в полном ее объеме и в установленные сроки. Те, кто не согласен с этим решением или приказом антимонопольного органа, могут обжаловать его в суде. Законодательство Кыргызстана устанавливает гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. Таким образом, нарушение прав карается санкциями вплоть до тюремного заключения. Кодекс административной ответственности налагает административные штрафы в качестве наказания за нарушение, например, авторского права. Авторское право не распространяется на идеи, процедуры и методы, концепции, принципы, системы, предлагаемые решения, открытия объективно существующих явлений. Также не являются официальные документы, законы, постановления, решения, а также их официальные переводы, официальные символы, знаки, например, флаг, герб, гимн, ордена, денежные знаки, произведения народного творчества, сообщения в новостях дня или сообщения о текущих событиях. К объектам авторского права относится следующий список на экране. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах их обладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит из 3 элементов. Первый – это латинской буквы S в окружности C, имени наименования обладателя исключительных имущественных прав, а также года первого опубликования произведения. Автор для свидетельства личных неимущественных прав на необнародованное произведение, а также правообладатель для подтверждения обладания исключительными имущественными правами на произведение в любое время и в течение срока охраны авторского права, вправе зарегистрировать их в официальных реестрах, о чем выдается свидетельство установленного образца.
Регистрация осуществляется Кыргызпатентом. Заявка на регистрацию объекта авторского права в электронном виде подается через сайт Кыргызпатента с раздела «Электронная подача заявки». Доступ к системе электронной подачи заявок можно получить с использованием квалифицированной электронной подписи и без использования квалифицированной электронной подписи. Ну, как это работает? Например, заявление о предоставлении доступа к системе электронной подачи заявок должно быть направлено в Кыргызпатент по электронной почте, которая вот перед вами указана, и в бумажном виде по адресу, который вы видите на экране. В случае удовлетворения вашего заявления, логин и пароль для доступа к системе электронной подачи заявок может вам выдать без проблем. Заявка на регистрацию объекта авторского права в бумажном виде подается непосредственно уже в Кыргызпатенте или направляется по почте. Заявка в бумажном виде должна содержать следующие пункты. Первый – это само заявление на регистрацию объекта авторского права. Второй – это один экземпляр депонируемого материала. Третье – это копию паспорта автора или авторов, квитанцию об уплате регистрационного сбора. Документы заявки предоставляются в одном экземпляре на государственном или официальном языке. Если документы заявки составлены на ином языке, то к ним должен быть обязательно предложен надлежащий заверенный перевод на государственный или официальный язык. Если обладатель прав не является автором, к заявлению прилагается заверенная копия документа, подтверждающего получение имущественных прав. При регистрации литературных, драматических и сценарных произведений должны быть опубликованы экземпляр или рукопись полностью или 25 первых и 25 последних страниц. При регистрации музыкальных произведений с текстом или, например, без текста представляется также рукопись, нотная запись или звукозапись. При регистрации аудиовизуальных произведений представляется их видеокопия. При регистрации хореографических произведений или пантомимы представляется копия видеозаписи или копия к хореографической записи. При регистрации произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного и сценарного искусства подаются цветные фотографии размером 9 на 12 см. Фотографии должны быть упакованы в отдельные конверты. При регистрации географических, геологических и других карт представляются копии этих материалов в цветном изображении. При регистрации произведений архитектуры, градостроительства и садопаркового искусства подаются следующие документы. Первое – это краткая текстовая аннотация с определенным названием объекта вашего проекта, место его нахождения, адрес, архитектурных характеристик создания объекта. С указанием автора, соавтора, автора части произведения, определяется какой именно части, фамилии других авторов или соавторов. Также необходимо приложить фотографии основных чертежей проекта, комплект фотографий, характеризующий авторское решение объекта, например, фасада, интерьера, детали. Все материалы, включая текстовую часть, подаются в альбоме формата А4 или А8. По желанию, сведения, относящиеся к регистрации произведения и внесенные в реестр, могут быть опубликованы в официальных изданиях Кыргызпатента. Иногда можно свободно использовать произведения без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но только в следующих случаях. Когда свободно транслируется или представляется материал всем, либо когда есть официальные и религиозные церемонии, например, похороны в объеме, оправданном характером таких церемоний. Свободное воспроизведение для судебных и административных целей. Свободная запись краткосрочного пользования, производимая организациями эфирного вещания. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Гонорары и вправду могут быть впечатляющими за авторское право. Вот вам несколько цифр для понимания. К примеру, южнокорейский музыкант G-Dragon стал артистом, получившим самые высокие гонорары в 2017 году. Кроме того, известно, что количество песен G-Dragon, зарегистрированных в Ассоциации по авторскому праву, превысило 150. Только благодаря роялти певец заработал почти 800 миллионов вон в год. Майкл Джексон постоянно зарабатывает первое место в списке самых богатых умерших звезд. Его творчество в 2019 году принесло 60 миллионов долларов. Обогатились в первую очередь, конечно же, правообладатели песен Джексона, его семья. Огромные суммы заработали Элвис Пресли, Уитни Хьюстон. Их доходы, а точнее доходы их наследников, растут с той же скоростью, как и часто прослушивание песен исполнителей. Имя покойного поп-короля в 2016 году принесло его семье 825 миллионов долларов. Это я о Майкле Джексоне говорю сейчас.
Это доходы от продажи сувениров с образом артиста, билетов на шоу, его имени и прав на его песни. Надеюсь, после этого выпуска вы поняли важность авторского права и что с этим авторским правом вы реально можете зарабатывать миллионы. Если же, конечно, вы придумали что-то и запатентовали.